Достаточно вбить в поиске наименование того или иного наркотического вещества, как в свободном доступе открываются каналы, подписавшись на которые сразу же можно выйти на связь с курьером или администратором. Здесь же можно узнать и прайс, перевод денежных средств, и вам оставляют точные координаты в вашем же регионе, где можно подобрать наркотики. Схема проста и безопасна, как думают сами торговцы, но сотрудники управления наркоконтроля спешат заверить. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с другими ведомствами, в основном Управлением Федеральной службы безопасности по Республике Ингушетия, Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России, Главным управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, с января месяца на сегодняшний день пресечена попытка порядка 13 каналов поступления наркотических средств, сильнодействующих веществ на территории республики. То есть проведенными скоординированными мероприятиями сотрудниками управления во взаимодействии, как я и раньше сказал, других правоохранительных органов, задержаны были лица, осуществлявшие поставки крупных партий наркотиков на территорию республики для дальнейшего их сбыта путем осуществления тайниковых закладок, так называемых. На предложение стать закладчиком откликаются даже несовершеннолетние, ведь администраторы обещают, заработать можно до 100 тысяч рублей в неделю. Неокрепшие в силу возраста и морально, и духовно соглашаются на сомнительное предложение, забыв о неизбежности наказания. В прошлом году на скамье подсудимых оказались двое несовершеннолетних за сбыт психотропных веществ. Их судьба не волнует администраторов тех или иных интернет-ресурсов, нажива и ничего личного. Между тем, свою работу выполняют и работники прокуратуры. Есть у нас, помимо тех, Telegram, допустим, каналы заблокировать практически невозможно. Есть у нас в открытом доступе информация, который, в любом источнике интернета, открытом источнике интернета, когда на некоторых сайтах публикуется информация о возможности предоставления там наркотических средств или иных любых запрещенных веществ. Прокурорами в том числе проводится мониторинг интернет-сетей, в ходе которого выявляются такие интернет-ресурсы, которые в последующем прокурорам направляются иски в суды о блокировке этих сайтов. При вынесении положительного решения судом данное решение направляется в Роскомнадзор, после чего данные сайты блокируются. С начала года в регионе сотрудниками правоохранительных органов Ингушетии в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено порядка 122 преступлений. Цифра чуть больше в сравнении с прошлогодним периодом, где было зафиксировано 114 злодеяний. Ежедневно при взаимодействии силовых ведомств в регионе проводятся оперативно-розыскные и оперативно-профилактические мероприятия. Организованы антинаркотические заседания членов комиссии по противодействию распространению наркотических средств. Эффективность мероприятий показывает практика. На сегодняшний день изъято более 7 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Для сравнения скажу, что из 7 изъятых килограммов порядка 4 килограммов, около 5 даже килограммов, это так называемые в народе тяжелые наркотики, это героин. Для сравнения, в прошлом году героин был изъят также за аналогичный период чуть более 2 килограммов. То есть в этом году мы видим увеличение в 100-кратном размере поступления наркотического средства героина на территорию республики. Преступники не гнушаются ничем. Наркотические средства могут перевозить в детской одежде, либо использовать ребенка в качестве распространителя на случай, если повяжут. Понимая, что совсем еще маленькие, освобождаются от уголовной ответственности, но ухищрения преступников только усовершенствуют методы борьбы правоохранителей. Уйти от правосудия не удастся. Наказание за такое деяние достигает до 25 лет лишения свободы. Если наркосбытчики у нас думают, что они самые умные, и что они не будут в последующем разоблачены и привлечены к уголовной ответственности, они глубоко ошибаются. Сотрудники министерства достаточно квалифицированы, чтобы выявлять такие преступления и привлекать наших наркосбытчиков к уголовной ответственности. Работа в данном направлении ведется, как я и сказал, ежедневно. Такого, чтобы лицо
сбывало наркотические средства у нас и не было привлечено к уголовной ответственности, такого мы постараемся не допустить. Адам Мережков, Новости 24.